Здравствуйте. Многие из вас смотрели фильм «Волк с Уолл-стрит» и «Бойлерны», но не до конца понимают, какие акции обсуждаются в фильме. Самый главный вопрос – как на этом можно заработать? Сейчас вы видите короткую презентацию о рынке, на котором торгуются эти акции, и о торговой стратегии, которую применяют трейдеры нашей компании. Вам станет сразу понятно, что брокеры из фильма делали с бумагами, зачем они это делали и как зарабатываются деньги. И вы поймете, что рынок OTC все еще неэффективен, и на этом стоит заработать. Основное отличие заключается в том, что вы будете торговать против простых инвесторов и домохозяек, а не против профессиональных трейдеров. И поверьте, это легче, чем вы думаете. Характеристики этого рынка, чем он так хорош. Первое, самое главное, это слабое регулирование. То есть, в принципе, регуляторы, там, SEC и FINRA, они заранее предупреждают вас и инвесторов неквалифицированных, что, в принципе, инвестировать в акции, которые торгуются на OTC рынке, не очень перспективно с точки зрения того, что понижены требования к отчетности компании, отчетность может быть сквалифицирована, и много мошенников на этом рынке работают, их постоянно ловят, но они работают по сей день. И вот сейчас буквально чуть позже расскажу вам последние свежие истории. Второй недостаток и одновременно большой плюс этого рынка – это непрозрачная система исполнения заявок. То есть вроде бы на дворе 21 век, технологии продвинуты, у нас моментальный экзекьюшн, но нет, на OTC рынке это так не работает. Вот, по исполнению заявок поговорим чуть позже. Собственно, второй пункт порождает третий. Из-за того, что постановка, отмена исполнения заявок занимает порой несколько секунд, а может быть даже минут, то HFT-роботы не стремятся на этот рынок, что дает возможности трейдерам, скальперам и активным спекулянтам больше зарабатывать. Опять же, первый пункт рождает четвертый, слабое регулирование приводит на рынок очень большое количество мошенников, которые пытаются этим рынком манипулировать, то есть выбираются отдельные бумаги, на которых совершается манипуляция. Мы этот вариант тоже рассмотрим. Соответственно, когда приходят манипуляторы на рынок, они порождают спрос на какую-то бумагу, это сопровождается большой волатильностью, и в процентном изменении акции могут расти 1000% за день. Все это сопровождается большим объемом торгов. Вот. Собственно, идеальная ситуация для трейдеров. Но часто задержка котировок — это, в принципе, то же самое, что второй пункт. Так, теперь перейдем к сути, перейдем к исполнению. Исполнение ордеров. Это самая большая проблема и одновременно преимущество этого рынка. Почему, я считаю его неэффективным и крутым? Постановка и отмена заявок занимает несколько секунд. OTC имеет свой движок биржевой, называется он OTC Link. Это так называемая альтернативная торговая система или альтернативная торговая площадка. Вроде бы NASDAQ, NYSE, ARCA, BATS и все остальные имеют задержку порядка какие-то наносекунды или миллисекунды в исполнении, но это не касается OTC. OTC по-прежнему имеет задержку в несколько секунд. То есть вы можете... Основная характеристика того, как происходит исполнение. Когда вы отправляете ордер на обычной бирже, вы ожидаете, что его исполнят. Когда вы отправляете ордер на биржу OTC, вы надеетесь, надежда, вы очень надеетесь, что его исполнят. Вот. Соответственно, так как основные рыночные центры, через которые можно произвести исполнение, они контролируются либо торгпулами, либо маркетмейкерами, то, соответственно, отсюда рождается выборочность исполнения заявки. То есть, если вы отправили ордер, видите, что акция растет, отправляете ордер по рынку, маркетмейкер имеет возможность в несколько секунд подумать, а исполнит ли ваш ордер или нет, и по какой цене это сделать. Соответственно, отсюда вырождается много вариантов того, как вы исполнитесь. Маленький выбор вариантов исполнения, отсутствие раутинга. Да, это тоже такой особая характеристика. Если, не знаю, насколько вы знакомы с американским рынком, с инфраструктурой, на Америке, на классической, на NASDAQ, там порядка 6 основных рыночных центров, которые могут вас моментально исполнить, и еще порядка 90, это всякие торгпулы, альтернативные торговые системы и так далее. На OTC доступ есть к 4-5 системам, которые могут вам исполнить ваш ордер. При этом они не пересекаются, они друг в друга не исполняют. То есть, если вы послали ордер в Арку, например, то он не пойдет знать, чтобы вас исполнить. Будут две заявки, которые ждут исполнения с разных сторон. Вот. Но есть обратная приятная сторона, можно вне очереди исполниться, то есть стоит 1000 акций, вы встали свои 100 или 1000, и вас исполнили
до этих 100 тысяч. Соответственно, это самое веселое. Как происходит исполнение? Мы отправляем заявку, допустим, видим, что цена пошла вверх, отправляем заявку на покупку в догонку уходящего тренда. И мы вот в этот момент, просто реально надеемся. Я много раз это проходил, я начал заниматься OTC рынками, то есть я 5 лет их игнорировал, я считал, что рынок неликвидного мусора, который, в принципе, нормальному трейдеру не должен быть интересен. И закрывал глаза на те неэффективности, которые есть на этом рынке. Но с января я начал этим заниматься более плотно, посмотрел котировки, посмотрел, как все это происходит. У меня такие флешбеки из памяти начались, как у скальпера, как в 2008-2009 году было исполнение, то есть у тебя есть много времени, чтобы подумать, принять решение и попробовать там на какой-то вот видимый глазом, человеческим глазом неэффективности заработать. Вот. Соответственно, пока ты послал ордер, ты ждешь исполнения, ты успеваешь потанцевать с бубном, помолиться всем богам, не знаю, открыть себе палец. И все это время надеешься, что сейчас тебе маркетмейкер исполнит. Но он не всегда это делает. Вот. И как себя ведет маркетмейкер в это время? Вот как я себе это представляю, вот я отправил ордер маркетмейкеру, допустим, в Night Capital Group сидит маркетмейкер, я ему ордер отправил, он такой, чувак, ты таки хочешь, чтобы я исполнил твой ордер? Ну не знаю, ты даже называешь меня Доном, стоит ли тебя исполнять? А думаешь, блин, какого хрена ты несешь, исполни ордер, цена-то уходит. Вот, цена проходит время, сколько-то секунд, если цена очень активно движется, может пройти несколько минут, а вас все еще не будут исполнить. То есть ваш ордер висит в заявке pending, то есть он все еще идет на биржу, он все еще ожидает исполнения, но вы не знаете результат. При этом, если вы его отмените, вы по-прежнему не знаете результат, потому что вам может потом доехать исполнение после того, как вы отменили. Вот в это время рынок, к сожалению, всегда безжалостен, поэтому, когда вы отправили ордер и ждете, что его исполнят или не исполнят, рынок не ждет, он просто идет в нужную вам сторону, точнее, против вас, как правило. Потому что особенность маркетмейкера, вот, то, о чем мне многократно говорили ребята, которые активно торгуют на этом рынке, они как бы говорят так, что если ты хочешь, чтобы тебя исполнили, давай вставай против движения. Если ты стоишь по движению рынка, скорее всего, вероятность, что тебя исполнят, она стремится к нулю. То есть очень маленький процент, что ты успеешь в уходящий тренд зайти. Вот. Соответственно, так происходит исполнение. Но, да, нет худа без добра, как я говорил, один из последних пунктов исполнения – это возможность исполниться вне очереди. Как это происходит? Стоит какой-то сайт большой на продажу, например. Вы встаете так, вы спали просто вот сверху, стали свои 5000 акций, поверху миллиона, и ждете, так, оп-оп, ничего не происходит, нет сделок, вообще рынок стоит флэт, вот ничего не происходит. Сделок нет, валентов в ленте нет, валентов в ленте тоже нет, но позу вам дали. Маркетмейкер такой, клевый чувак, слушай, на тебе позицию. И у вас позиция очень выигрышная для вас ситуация, то есть вам есть от кого выйти, у вас очень большой перевес в сторону продажи акций, у вас шорт. И это, в принципе, очень хорошо. Вы можете либо стать закрыться сразу плюс 1 цент, либо подождать, что цена пойдет вниз и заработать чуть больше. То есть для скальперов это, в принципе, идеальная ситуация. То есть можно вообще ничего не делать, просто тупо вот вставать на эти сайты сверху и ждать, что тебя исполнят вне очереди. Это будет происходить не часто, но когда это будет происходить, с вероятностью 99% вы заработаете денег. Это очень классная штука вот, для начинающих трейдеров, я считаю. Почему на OTC надо обратить внимание. Дальше. Основные стратегии, которые торгуют трейдеры на этом рынке. Первое, самое сложное, на мой взгляд, самое изощренное. Все смотрели «Волк с Уолл-стрит». Поднимите руку, кто смотрел фильм «Волк с Уолл-стрит». 3 раза кто смотрел, половину не смотрел, да? А поднимите руку, кто не смотрел. Нет, 5 человек сегодня смотрел, отлично. Тогда вы примерно представляете, что это такое, то есть pump and dump, сейчас мы на ней остановимся подробнее, bounce play, wash out. Я так понимаю, это панический сброс бумаг, то есть вот нашли какую-то акцию, которая была перспективная, а потом все поняли, что вообще перспектив никаких, надо валить из колхоза. И вот они все скидывают, и знаешь, такой dead cat bounce, термин в трейдинге, когда, собственно, акция панически слетела 90% вниз или больше 60%, для меня какой-то откат, вот, может порой заводить на откате. Есть intraday breakout, это
как раз та тема, когда это не манипуляция, а когда действительно компания, которая занимается, допустим, медициной и биотехнологическими разработками, она в течение большого количества времени разработала какой-то препарат, она провела тесты там на животных, получила какой-то FDA approval, и вот в момент, когда этот FDA approval ожидается, рождается такой резкий спрос стороны инвесторов, акции начинают расти. Допустим, там компания ISR стоила $1 на днях, и вот сейчас стоит уже 3, то есть он 10% выросло буквально за день, за полчаса-два, на ожиданиях того, что их лекарства пропустят медкомиссия США, и они начнут его активно продавать. Ну, News, Feelings и Splits — это, собственно, торговля новостей, публикация отчетности компаниями и там сплит бумаг, там, то есть в одну или в другую сторону. Ну, теперь подробнее про самую интересную, самую активную стратегию, которая используется на этом рынке. И это одновременно как бы вот то, чем занимается Джордан Белфорд в Wall Street. Это стратегия Pump and Dump. Соответственно, как я уже говорил, выбирается неликвидная бумага, которой нет интереса инвесторов. И рождается по ней какой-то миф, слух, что вот они готовят какую-то супертехнологию, или вот сейчас им дадут разрешение, или вот они подпишут контракт. И вот на этом слухе начинается так называемый промоушен. Что из себя представляет промоушен? Это собирается выборка инвесторов, которые готовы вложить и жадные до денег, которые хотят заработать не 10 их за год, не 20, которые хотят сотни процентов и сейчас. Вот этим инвесторам идет рассылка информации об этой компании, что вот вы сейчас успеете вложить, потом они заключат контракт с Volkswagen Group, и все, эта компания будет стоить как Tesla, там, 25 миллиардов. Сейчас она стоит 25 миллионов, а всего-то там вам подождать полгода, и она будет стоить 25 миллиардов, и у вас есть очень крутой, уникальный шанс прямо сейчас заработать. И там очень многие, естественно, ресурсы в США, они очень доверчивы, и там наиболее активные манипуляторы, я знаю, что делают очень изощренные схемы, как разгонять этот промоушен такой прям поэтапно. То есть вот один памп, второй, третий, четвертый. То есть выкидывают всех, кто пытается шортить первые и вторые пампы. Вот. Соответственно, происходит подкуп различных промоутеров, обзванивается база аналитиков, которые публикуют положительные отчеты о бумаге, обзваниваются финансовые советники, которые обзванивают своих клиентов и говорят, что вот у меня есть интересная компания, вам советую там $1000 туда вложить. Я, кстати, сам так вкладывал, вот признаюсь честно, был такой, повелся, кто такой известный аналитик, говорит, типа вот, тут бумажка есть, у них там 3D технологии крутые, их сейчас там какой-то в Голливуде большой концерт типа Walt Disney выкупит, и они будут стоить там не 40 центов, а $45. Вот. Но, как правило, они после 40 центов начинают стоить 4. Вот. Бывает. Ну и Boiler Room, наверное, все тоже фильм смотрели. Холодные звонки никто не отменял. Как это происходит? Как я уже говорил, мы находим бумагу ценную. Допустим, не знаю, вот возьмем, давайте для примера Smart Lab, как самое интересное будет. Возьмем Smart Lab. Вот мы все знаем, что мы знаем о Smart Lab, что у него посещаемость 25-30 тысяч человек в день, какой-то доход X. Я не знаю, Тимофей, может, вам расскажет, какой доход X выручка имеет компания Smart Lab. И тут нам становится известно, что государство-то российское планирует все-таки международный финансовый центр достроить и такие проекты, как Smart Lab, инвестировать миллиарды долларов, чтобы наконец население России стало финансово грамотным. Не-не, еще проще. Вот, допустим, Московская биржа решила стать партнером Smart Lab. Вот Московская биржа решила размещать свои баки. Жизнь удалась. Никто еще об этом не знает, кроме меня и Тимофея. Вот я знаю, потому что мне там друзья с биржи сказали, Тимофей знает то, что он Smart Lab владеет. Вот. И, соответственно, я такой пускаю шептуна по рынку, что вы знаете, ребята, а вот на днях-то сделка произойдет. Биржа заключит контракт с Smart Lab. А сейчас Smart Lab стоит 2 цента за акцию. И никакой активности нет. И я вам всем звоню, говорю, чувак, не хочешь купить акции Smart Lab? Там сейчас 2 цента, они $2 будут стоить через неделю. Да, конечно, круто, что я сейчас $100 вложу, 2000 заработаю, вообще прекрасно, жизнь наладится. Вот так происходит с доверчивыми американскими инвесторами. Им присылают e-mail, им звонят по телефону,
им пускают там, не знаю, баннеры на разных финансовых ресурсах, им пускают отчеты, что вот присмотритесь к этой акции. И действительно на слухах о том, что просто слух о том, что биржа собирается заключить контракт со SmartLab, акции SmartLab с 2 центов начинают бешено расти, достигают 20 центов. После этого начинают звонить нам всем: ребята, вы чего? Вы уже 1000% сделали. Идите, тащите своих родственников сюда. Быстрее, они еще тоже могут, акции по $2 будут стоить. Вот. Так все это происходит, действительно, когда акция начинает стоить $2, мы с Тимофеем начинаем скидывать эти бумаги, потому что мы их по 2 цента уже накупили. Мы быстро выходим из сделки, промоушен заканчивается, мы закрываем позиции, выводим деньги, пока про нас не вспомнили регуляторы. Ну и дальше, собственно, 2 варианта. Либо мы гуляем и тратим, либо выбираем новую жертву, которую будем разгонять. Главное все делать четко, аккуратно, чтобы тебя не поймали. Вот так работает по сей день. Я честно был искренне удивлен, я когда с Лаидой трейдером общался, на днях, когда презентацию готовил, я говорю, а что действительно, вот, ну, Джордан и Белфорда в 90-е засадили, там, Бойлер Рум в 80-е годы. А действительно по сей день работают. Он говорит, да, вот там, смотри, в феврале. Я просто смотрел реально, в феврале арестовали парня. Джон Бабикян в Канаде живет, 26 лет парень, Джон Бабикян сделал сайт. Что он сделал? Он потратил наверное, порядка $2 миллионов на то, чтобы собрать базу 1 миллион подписчиков. Он собрал на свой сайт там крутые дешевые акции, Awesome Penny Stocks назывался сайт. Он собрал туда огромное количество подписчиков, вложил в это кучу денег и прогнал памп на, не помню, как компания называлась, по-моему, какая-то канадская угольная добывающая компания. В принципе, угольная индустрия, она такая спокойная, там все более-менее все знают. Но он прогнал эту бумагу, заработал мне $2 миллиона, и это он очень занимался с 2009 года. Соответственно, SEC, регуляторы, там, офицеры, которые за Джорданом Белфордом в фильме «Волк Уолл-стрит» гонялись, ФБРовцы, они за ним гонялись с 2009 года. Наконец, в 2014 его поймали, он попытался сбыть все свои активы, он пытался продать Бугатти, пытался продать Ламборджини, продать свой дом в Майами, продать свой дом в Канаде. Когда он все это начал продавать, все его активы резко заморозили. Какая там история, сейчас с ним посадили его или нет, я не знаю, но то, что он активы не успел продать, это тоже достоверно известно. Вот. Но парень заработал порядка $10 миллионов, успел за это время сделать на вот этой простой, собственно, стратегии. Скупал базу инвесторов, готовых вложить денег, и рассылал им разную информацию, как там на SmartLab заработать. Ну вот так это выглядит. Собственно, вот так стоит акция SmartLab, когда никто про них не знает. А вот там уже биржа контракт почти заключила, но еще нет, но уже близко к этому. И вот мы там с Тимофеем вышли. Еще один график, чем отличается Pump Breakout от Pump and Dump. То есть это акция Plug, взята за основу. Это компания, которая занимается разработкой батареек. Соответственно, Plug что делала? Она очень долгое время пыталась придумать технологию, придумать батарейку, которая хранит энергию дольше, чем остальные. И вот она наконец придумала, у нее появились технологии. Там в декабре. В декабре эта акция стала интересной инвесторам. И вот когда увидел эту последнюю свечку, наверное, там $12, $11 спайк, это все произошло на слухах о том, что какой-то большой автомобильный концерн хочет построить конкуренту Тесле и купить технологию Plug для производства там аккумуляторов для своих автомобилей. И вот акция вот буквально с $5 выскочила до 12, буквально за день я все наблюдал. И ребята, которые в OTC торгуют, они там неплохо заработали, там, можно посмотреть видео, как это было. График News. Это мои любимчики, это Фанни Мэй. Вышло вот Фанни Мэй и Фредди Мак. Сейчас по них подробнее расскажем. Да. Это, собственно, те акции, которыми я активно стал торговать. В силу того, что мне, как правило, как скальперам нравятся более ликвидные и интересные инструменты, где больше всего движухи происходит. Что я первое заметил на этих бумагах? Когда я только открыл стакан, я увидел, что кто-то пытается манипулировать ценой. Совершать микроманипуляции, но это видно отчетливо, что кто-то наставляет свои ордера, пытаясь запугать рынок, что типа, о, я сейчас тут все скуплю у вас. И там акция несколько центов начинает расти или падать. Соответственно, ну да ладно, был один волшебный день, вот как раз когда вот эти все фишки с исполнением себя проявили в наилучшей степени. Где-то в полдень вышла новость о том, что в Сенат США пришел закон, который пересматривает деятельность вообще вот
по ипотечным ценным бумагам в принципе. То есть он пересматривает всю структуру того, как они формируются, как по ним производятся выплаты и так далее. В принципе, новость супер негативная для Fannie Mae и Freddie Mac, потому что они монополисты сейчас на этом рынке, им стараются создать конкурента. Но рынок осознал о том, что новость негативная спустя, наверное, часа два. Вот. Спустя часа два начался активный слив этих бумаг. То есть они бешено росли, буквально на 200% выросли меньше, чем за месяц. И в этот день все поняли, что халява кончилась, надо скидывать. И вот... А это какой интервал? Это минутный график. Минутки, да? Это минутка в течение одного дня. Вот это вышла новость, это час дня, то есть это где-то час дня по Америке, то есть 3 часа до закрытия торгов осталось. И вот начался слив, вот наверху такой медленный, еще он не ускоряется. У меня был лонг, я помню как сейчас. И вот первый раз, где меня выпустило, то есть я постоянно посылал ордеры в маркет, что все, мне не нужен больше лонг, я хочу его закрыть. Первый раз, где меня выпустило, вот эта первая зеленая свечка на откате, 5.79 цена была. Вот по 5.79 я закрылся, я был счастливчиком, потому что меня закрыли. А еще были ребята-трейдеры в трейдруме, которые не закрыли. И цена продолжала валиться, они как бы отправляют ордер, а маркет говорит: мискузи, братан, нет, ничего для тебя, не могу закрыть. Вот. А кто успевает? А? Ну кто-то же успевает. Кто-то успевает, да. Хорошо. Кто успел? Вот. Собственно, благодаря тому, что, вот если посмотреть на следующий слайд, Fannie Mae и Freddie Mac имеют примерно единичную корреляцию, то есть когда одна растет, растет и другая, когда одна падает, падает и другая. Соответственно, что я сделал? Я просто посылал ордеров на продажу на Fannie Mae и на Freddie Mac. На Freddie Mac я получал позиции, захеджировал тем самым лонги тех трейдеров, которые не могли выйти с Fannie Mae. Вот, благодаря этому, вот к этому моменту мы уже были в плюсе внизу. Вот. Но здесь я совершил, конечно, фееричный трейд. Я вот по 3.30 купил, по 4.20 продал. Классика. Сколько долларов сделал? Долларов в деньгах? Стыдно стесняться, но порядка 10 тысяч долларов. Немного. Вот. Но я просто тестировал рынок. Нищие трейдеры плачут. А? Нет, но на самом деле, если вот грамотно к этому подходить, и торговать вот эти все самые пампы, памп-н-дамп. На самом деле, вот в чем фишка того, что умеют делать трейдеры, которые работают на этом рынке. Основной их навык, которому они обучились, они, во-первых, подписаны на все спам-рассылки. То есть они прикидываются теми самыми наивными инвесторами, которым приходит спам. И они вовремя успевают купить, когда начинается памп, и знают, что вот памп сейчас закончится, они продают и еще шортят. То есть вот Флорида трейдер, которого ты хорошо знаешь, он как раз вот мне помогал презентацию делать. Вот он тот самый трейдер, который вот эти все темы памп-н-дампы торгует. Freddie Mac. В принципе, моя презентация подошла к концу. Это хорошо, потому Я что просто хотел все. тут вот благодарность выразить. Мне очень активно помогал в содержательной части подготовить один из трейдеров Флорида трейдер Алексей Раздолгин, который занимается этим уже 5 лет. Он как раз-таки специализируется на том, что помогает там, в сообществе, в чате Penny находить эти самые бумаги, находить интересные ситуации, рассказывает. Вот, и в апреле он будет первую группу наберет на обучение. Это он у меня в гостях. Да, это он у тебя в гостях, я специально фотку взял с смартфона. Вот, ну и также хотел бы свою коллегу Ирину Трушкину за то, что она мне помогла оформить презентацию. Она такая замечательная, красивая, прекрасная, потому что Ирина потрудилась. В общем, все. Спасибо, Рома.